В Ухте на парад Победы вышел женский батальон, уникальный для всей республики. Впервые строем девушки прошли еще в 2015 году. С тех пор неизменно они в строю. А еще здесь решили продолжить традицию, которая зародилась в период пандемии. Поздравления ветеранов под окнами. Виктория Науменко о том, как День Победы отпраздновали в Ухте. Минута молчания, возложение цветов к мемориалу «Вечный огонь» на месте военкомата, откуда в 40-е годы бойцы уходили на фронт. А после та самая массовая эффектная часть праздника, которую ухтинцы с нетерпением ждали 2 года. Около 10 тысяч горожан и штендера с фотографиями. Колонна бессмертного полка растянулась без преувеличения на полгорода. После 2-летнего перерыва ухтинцы, наконец, лично несут по главным улицам города портреты своих героев. Это мой папа. Он воевал, прошел всю войну, был тяжело ранен. Вот. Ну и прожил он до 82 лет, и я горжусь своим отцом. А это мой дедушка Демьянов Никита Иванович. Он прошел 2 войны. В 43-м году его ранило. Вот. А так я горжусь всем. Это отец и мой тесть воевали. Раненый отец сильно. Тюлянин Владимир Гаврилович. Тесть воевал, этих гонял, бандеровцев гонял. А на Первомайской площади парад Победы. В составе около 300 человек. 10 коробок с представителями правоохранительных органов, экстренных служб, общественных и военно-патриотических организаций, кадетов. Тут же и женский батальон. С 2015 года он неизменно в строю. Вступила с самого начала, когда только батальон у нас зарождался. А вступила потому, что у меня и бабушка, и дедушка ветераны войны. У меня, я не знаю, про себя скажу, что каждый год комок в горле и слезы на глазах. Это правда. Гордость, дань памяти нашим родным и близким, тем, кто погиб, тем, кто сражался. Знаем, что очень много не только мужчин, но и девочек, женщин погибло и на фронте, и в тылу. Ну, наверное, поэтому мы все здесь выстроились. Ухтинский женский батальон – уникальное явление в республике. Каждый год в ряды вступают новые участницы. К нам приходят с каждым разом по 10 человек, да, по 5 человек, но в этом году нас мало. Соответственно, коробка состоит из 25 человек. Но хотелось бы, конечно же, больше. Еще в 2015 году было женщин 60 человек. То есть, соответственно, на следующий год, на следующий сезон мы будем делать конкурсные программы. То есть женщины будут уже отбираться. В этот раз готовились с февраля. Репетировали построение, готовили костюмы. Женский батальон с остальными участниками парада чеканным шагом проходит перед ухтинцами и почетными зрителями, ветеранами. Тех, кто присутствовать на параде не смог, не оставляют без поздравлений в торжественный день. Так для Евдокии Павловны Григорьевой, которой в этом году исполнился 101 год, артисты городского дворца культуры поют под окнами. Творческие номера под окнами ветеранов в Ухте уже традиция. Это не только самый безопасный с эпидемиологической точки зрения способ поздравить пожилых людей, но и настоящий мини-концерт для их соседей. Артисты в военной форме поют фронтовые песни с борта так называемой полуторки – автомобиля ГАЗ. В военные годы такие помогали в перевозке артистов на фронт, снабжали передовую продовольствием. Такой формат поздравления в Ухте, как и во многих городах России, опробовали 2 года назад в начале пандемии. Но горожане уверены, пандемия закончится, а традиция наверняка останется. На старой израненной в битвах гармонии вальс русский играл наш солдат. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.